Ассалому алейкум, дӯстони азиз, ҳамватанони гиромӣ. Ман Тимур Барқӣ, раиси департаменти иттилоотии Паймони Миллии Тоҷикистон дар Фаронса ҳастам ва алон дар ин лаҳзаҳо дар Берлин тазаввуроти Паймони Миллии Тоҷикистон баргузор мегардад. Дар назди бинои Бундестаг, дар назди бинои ҳукумати Олмон як тазаввурот баргузор мегардад, ки дар он ҷо на фақат тоҷикҳо ҳастанд, балки намояндои ҳар чӣ зудтар марҳамат, бифармоед. ҳамтои худашон Эмомалӣ Раҳмонов дар миён гузорад ва сол то сол вазъияти ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон бадтар мешавад ва мардум ҳаққи сухан кардан ва ҳаққи фикру ақидаи худашонро озод баён кардан надоранд. Барои оддитарин фикр, андеша ва ибрози ақида кардан дар Тоҷикистон шаҳрвандонро бо ҷурми терроризм пушти панҷара мебаранд. мо хоҳиш мекунем, ки ин масъаларо бо ҷаноби Раҳмонов дар миён бигзоранд ва риояти ҳуқуқи инсонро дар Тоҷикистон ҳар чиз зудтар аз ҷониби режим риоят карда шавад. гузашта аз ин, масъалаи озодии баёнро имрӯз хабарнигорон дар Тоҷикистон ҳуқуқ надоранд, ки озодона фаъолияти худашонро пеш баранд. мо хоҳиш мекунем, ки дар Тоҷикистон озодии баён, озодии сухан таъмин карда шавад ва мо хоҳиш мекунем, ки аз ҷаноби шоҳ ин масъаларо аз Раҳмонов талаб кунад, ки масъалаи озодии суханро дар Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов таъмин намояд. ва ҳоло дар ин ҷо хеле аз иштироккунандагон ҳузур доранд ва мехоҳанд, ки сухан бигӯянд ва мо ба тамоми он нафароне, ки дар ин ҷо ҳастанд, имконияти сухан медиҳем ва ҳоло риштаи суханро ба бародар Фарҳод Одинаев медиҳам. марҳамат. Сейчас я буду говорить по-русски, чтобы наши братья узбеки тоже понимали, мы о чем говорим. Так как сегодня у нас встреча пройдет как против среднеазиатских диктаторов, часть передачи будем говорить по-русски, чтобы другим зрителям тоже было понятно. Так, сейчас я хочу, прежде чем начать, чтобы наши братья узбеки представили себя. Я боюсь, если, может быть, я неправильно скажу, лучше они сами себя представят и дадим им слово, пускай, чтобы мы начали из проблемы Узбекистана, Таджикистана. Дай Бог, чтобы бразильцы и туркмены подошли, чтобы все слышали проблемы Средней Азии. Okay. Это будет чистый звук, да, поэтому такой неудобный. Ассаламу алейкум. Все братья из Республики Центральной Азии, узбеки, таджики, киргизы, казаки, туркмены. На самом деле мы большая семья. Shuning uchun men bundan keyin o'zbekcha gapiraman. Hamma Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham, boshqa joylarda ham o'zbekcha tushuniladi. Biz bitta masalani istayapmiz. O'rta Osiyoda yoki Markaziy Osiyoda bitta masalani istayapmiz. Hozir biz Yevropada turibmiz, Germaniyada turibmiz.
inson haqlariga asoslangan, erkinliklarga asoslangan bir jamiyatning markazida turibmiz. Taraqqiyot qilgan bir jamiyatning markazida turibmiz. Nafaqat insonlarga, hatto tabiatga, hayvonot olamiga shunchalik bir katta hurmat ko'rsatilgan, hammaning huquqi joyiga qo'yilgan bir markazda turibmiz. Demak, mana shu taraqqiyot, mana shu inson huquqlariga amal qilish, erkin saylovlar, mana shu fuqarolik jamiyati nega Markaziy Osiyoda bo'lmasligi kerak? Nega O'zbekistonda bo'lmasligi kerak? Nega Tojikistonda bo'lmasligi kerak? Nega qolgan bizning Turkmaniston, Qozog'istonda, Qirg'izistonda bo'lmasligi kerak? Почему такая высокоразвитая тенденция, цивилизация не должна быть в Центральной Азии, Узбекистане, Таджикистане? Мы, народы Центральной Азии, имеем очень глубокие корни, очень глубокие и очень хорошие истории. Наши народы не заслуживают этих всех диктаторов. И эти все диктаторы не из нас. У нас никогда не было такое злободневное, такое злое отношение к своему народу, даже в прежних ханах, как сейчас происходит при диктатуре или Дана, или других республик. Shuning uchun hozir birgalikda harakat qilamiz. Birgalikda demak, hammamiz o'zbeklar, tojiklar, qirg'izlar, turkmanlar, qozoqlar hammamiz aslida bir federatsiya tuzib, mana Yevropa ittifoqini ko'ryapsizlar. Qanday yaxshi. Schengen, iqtisodiy hamkorlik, pul birligi. Nimaga bu O'rta Osiyoda bo'lishi kerak? Nimaga O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston orasida muammo bo'lishi kerak? Bular bo'lmasligi kerak. Biz buning uchun hammamiz bir ovozdan aytamiz. Mirziyoyev diktator, Mirziyoyev iste'fo. Emomali Rahmonov diktator, Emomali Rahmonov iste'fo. Emomali Rahmonov diktator, Emomali Rahmonov iste'fo. O'rta Osiyo diktatorlari iste'fo. O'zbeklarga, tojiklarga, qirg'izlarga erkinlik, ozodlik. Hammalaringizga katta rahmat, hammalarimiz demak, hammalaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Har doim sog' salomat bo'linglar. Mening ismim Namoznor Mo'min, mening ismim Namoznor Mo'min, меня зовут Namoznor Mo'min. Лидер группы Alga O'zbekiston, Вперед O'zbekiston. Tamam. Az gamızın da kam urusi maganım gabuzan. Durma diyor, durma. Спасибо нашему брату из Узбекистана. Я прошу прощения, брат Узбеков, я хочу немножко по-таджикски говорить для наших зрителей. ما امروز از تمام گروه های مخالفین تاجیک جمع آمدیم که صدای خود را به کشورهای اروپایی مخصوصا به صدر اعظم آلمان جناب شولز برسانیم. نشست با دیکتاتورها این ظلم است، این جنایت است. دیکتاتورها را از هم جدا نکنید. دیکتاتوری بلاروس، دیکتاتوری روسیه از دیکتاتوری تاجیکستان، از دیکتاتوری ازبکستان فرق ندارد. همه دیکتاتورا این بد است. دیکتاتورا این جنایت است. دیکتاتورها همه یکسانند. دیکتاتور چی گیتلر باشد از آلمان، چی رهبانوف از تاجیکستان، این یک رو است، یک نگاه است، یک فکر است. این دیکتاتور است. ظلم کشتاری که رحمانوف میکند از ظلم کشتاری گیتلر کمی ندارد. رحمانوف مثل گیتلر شما دیکتاتور است. نسبت دیکتاتورا، نسبت دیکتاتورا. آزادی به مردم تاجیکستان،
آزادی به مردم تاجیکستان. آزادی به زندانیان بدخشان. آزادی به زندانیان بدخشان. آزادی به زندانی سیاسی تاج. آزادی به زندانیان سیاسی تاجیکستان. آزادی به ژورنالیستان زندانی تاجیکستان. آزادی به ژورنالیستان تاجیکستان. آزادی به زندانیان شاعران و نویسنده‌های تاجیک. آزادی به شاعران و نویسندگان. آزادی به ژورنالیستان ازبکستان. در این عکس‌ها ژورنالیستانی که چند سال پیش در چند سال اخیر میرزیای خودوار زیر زندان کرده است، عکس‌های اینا اینجا مانده است. ما همه تاجیکان ازبکان کنیم که همه ژورنالیستان در آسیای میانه، چی در ازبکستان است، چی در تاجیکستان است، چی در قرقیزستان و ترکمنستان است، آزاد کرده شود. آزادی به ژورنالیستان آسیای میانه. آزادی به ژورنالیستان. تشکر زیاد دارم برای جمع آمدنتان. شرف دین. آباد باشون. حالا باشد رشته سخن را به معاون پیمان ملی تاجیکستان محترم علیم شیرزمانوف میگیم و محترم علیم شیرزمانوف مرحمت. Хоб, я буду говорить, наверное, на русском, и я предлагаю, кто может говорить на русском, пусть говорят на русском, поскольку тут многонациональное собралось товарищество, поэтому лучше бы на понятном для всех языке. И я очень сожалею о том, что очень мало наших людей, которые здесь, живя в Германии, хорошо не владеют немецким языком. Мы бы здесь, может быть, даже больше должны говорить на немецком, потому что сегодня вот многие наши товарищи ищут Рахмонова, где бы его достать и как бы накричать. Это наша цель донести до немецкой общественности свое видение. Мы требуем от немецкого гражданского общества, от немецких политических сил, чтобы диктаторов, других диктаторов более мелких стран тоже они считали угрозой для мировой безопасности, для мирового порядка, которым они являются. Сегодня Германия, которая стоит, можно сказать, стоит во главе Европейского Союза, Германия, которая стоит во главе европейских ценностей, в этой Германии сегодня принимаются такие люди, рукопожатные люди. Как может, например, политик, европеец, пожимать руку Рахмону или, скажем, туркменскому диктатору или другим диктаторам? Как может вот, политик европейский, который говорит, в Европе говорит о непринятии, о непринятии дискриминации по какому-нибудь признаку и пожимает руку диктатору, который годом ранее устроил массовую резню этнического меньшинства у себя в стране. Я имею в виду этнического меньшинства памирцев. Вот как можно пожимать руку такому диктатору? Поэтому я призываю всех здесь собравшихся, главное всего обратить внимание на то, чтобы наше послание дошло до общественности европейской,
немецкой и европейской общественности. Когда гражданское общество Германии предъявит требования к своим политикам, такие требования, что вы не должны, то есть принятие таких диктаторов станет невыгодно с точки зрения электората, тогда в Европе будут требовать свободы, требовать обеспечения прав человека в тех странах, руководителей которых они приглашают. Мы сегодня поэтому собрались здесь, и мы хотим это донести до всех. Долой диктатуры! Долой диктатуры! qamoqdagi tadbirkor Nishod To'raqo'jayev tashakkur janobi تشکر از جناب علی شیرزمانov. حالا رشته سخن با یکی از مخالفان ازبکستان ملوحت اشانقولova داده می شود. Слово предоставляется Малухат Ишанкулова. Пожалуйста. Rahmat. Ben ovoz chiqyaptimi? Men hurmatli do'stlar, men bugun juda ham xafa bo'lib ketdim. Nimagaki O'zbekistonda 36 million xalq bor. Qo'shnimiz Tojikiston birodarlarimizda esa 10 million aholi mavjud. Lekin shunga qaramasdan bugun Tojikiston aholisining fuqarolik jamiyati vakillari, elim deydiganlar, yurtim deganlar O'zbekiston zaminida yashayotgan fuqarolardan 10 marotaba son jihatidan ortiq keldi. Aytmoqchi bo'lganim shuki, mana shu tojikistonlik birodarlarimizda, qora ko'zlarimizda oila yo'qmi? Bola chaqa yo'qmi? Ularni Imomali qamamaydimi? Ularga zug'um o'tkazmaydimi? Nimaga biz loqal tojik birodarlarimizga bo'la olmaymiz? Nima uchun? Men aytmoqchi bo'lganim shuki, diktator oyga boqar, suv soyga oqar deganlariday, O'rta Osiyoning diktator prezidentlari u Emomali Rahmon bo'ladimi, u Mirziyoyev bo'ladimi? O'zini Putinni bag'riga otgan edi. Bugun Putinning kreslosi qimillab qolgani uchun endi Xitoyning quchog'iga o'zini otmoqda. Demoqchi bo'lganimki, Emomali Rahmon kredit, qarz, giftda zamini Tojikistoni Xitoy badada shudan. Qozog'iston ham demoqchi bo'lganimki, O'zbekiston, Tojikiston rahbari Emomali Rahmon qarz ola xalqning, tojik xalqining mulki, tojik sudagi zamini, tojik xalqining yeri bo'lgan, boyligi bo'lgan zaminni, yerni Xitoyga berib bo'ldi. Endi navbat O'zbekistonga. O'zbekiston xalqi Tojikistondagi birodarlardan o'rnak olmas ekansiz, jasorat ko'rsatmas ekansiz, ertaga Xitoy murcha miyonaday O'zbekistonga bostirib keladi va odin, qurol, aslaha bilan O'zbekistonni olgan bo'lsa, endi pul bilan, qarz bilan O'zbekistonning korrupsion hukumatini og'zini pul bilan yopib, O'zbekistonni murcha moloqday bosib ishg'ol qiladi. Diktator Mirziyoyev oilaviy amirlikka iste'fo ber. Mirziyoyev
diktator. Mirziyoyev diktator. Mirziyoyev iste'fo ber. Rahmat birodar aziz. Большое спасибо. Ҳоло риштаи сухан ба Вайсидин Одинаев дода мешавад. Марҳамат бародар Вайсидин Одинаев. Амина Дарбаевич. В первую очередь хотел бы поприветствовать всех присутствующих на данном митинге. Спасибо вам огромное за то, что вы разделяете этот митинг вместе с нами. Я знаю, что здесь очень много людей из разных стран Европы. Кто-то добирался на автобусе, кто-то на машинах, кто-то сутками не спал. Всем вам огромное спасибо за то, что вы уделили свое время, драгоценное время ради своего народа, ради своей страны. И опять же, ради вот этих диктаторов, которые беспределят у нас в странах. Но на самом деле хотелось бы начать с очень, наверное, банального. То, что происходит у нас в Центральной Азии, это ни для кого не новое ведь. С той бедой, с которой каждый день сталкивается рядовой узбекистанец, таджикец, туркменистанец. Так или иначе, это знакомо кому из этих национальностей. То есть у нас, можно сказать, мы все братья по беде, в прямом смысле этого слова. Аркадак, основатель, можно сказать, кровавой диктатуры в Центральной Азии. Каримов, отец, основатель кровавой диктатуры в Центральной Азии. То есть Эмомали Шарипович по факту своему, по факту, это исторический факт, это ученик Ислама Каримова. Ничем не лучше, ничем не хуже, даже намного хуже, хочу сказать. И поэтому тем землякам и тем соседям, которые видно, что мы очень много свое время, энергию тратим на различные инфотемы, инфоповоды, на различные методы, когда нас эти правители, эти диктаторы разделяют среди белого дня, а мы как стая баранов, к моему большому сожалению, уже на протяжении долгих лет просто ведемся. Нам дают все различные темы для наших соседских уз, наших отношений. И мы на это поддаемся и забываем о главном. А это им и нужно, всегда было нужно. Мы забываем о реальных проблемах. Мы забываем о том, что у нас уже давно диктатура. У нас вакуум информации. У нас нету свободного СМИ. У нас нету свободы печати. У нас нету свободы самовыражения. У нас нету свободы слова. У нас все отобрали. Какой-то крыл, извините за выражение, будет указывать тебе, образованному, как жить у тебя в стране. Тебе не обидно? Мне без разницы, кто ты. Узбек или таджик или туркман. Вы должны задуматься, если вы мужчины, если вы отцы своим детям, мы должны поменять эту ситуацию. Наши дети не должны терпеть то, что мы терпели это долгое время. Признаюсь вам, мне 30 лет. Наши отцы терпели, мое поколение терпит, уже мой сын при Рахмонове родился. Вы понимаете, я при Рахмонове родился. Мой сын при Рахмонове рождается. У кого-то при Мирзяеве, у кого-то при Каримове. И так уже у нас веками как-то идет. Но надо остановить этот порочный круг. И все исходит, все начинается с нас с вами. Дорогие уважаемые и земляки, и соседи. Еще раз подчеркну. Эти власти всегда нас кормили земляными проблемами, этническими проблемами, языковыми проблемами. И мы все всегда обращали на это внимание. И всегда забывали о самых важных проблемах. До каких пор мы будем указывать и тыкать друг на друга, откуда-то узбек, туркман, вот у меня страна круче. Это все делают они. Это все делают вассалы Кремля. Чтобы мы с вами не умели думать, чтобы у нас не было времени на здравые мысли, на умные вещи, на будущее.
Им не нужны эволюционные, условно говоря, граждане, которые эволюционировали в этом мире, узнали что-то, книжки читают, свободы хотят. Им нужны рабы системы. И нас они систематически на протяжении долгих лет кормят этими разделениями, кормят этими ненужными маленькими темами. Нам надо сегодня бороться за наши права, за наши семьи, за нашу землю. Вот в Таджикистане Эмомали Шарипович, начиная с 2008 года, просто по факту начал распродажу нашей страны. У нас не осталось ни одного золотого рудника, ни одного серебряного рудника, ни одной местности, которая приносит какие-то полезные средства нашему государству, не осталось, чтобы он не продал. Или это находится в залог в руках Китая, или находится, опять же, у частных компаний Китая. И это беда не только Таджикистана, это беда каждого среднеазиата. Казахстанец в той же беде, узбек в той же беде, туркман в той же беде, кыргыз в той же беде. Нас эти правители загоняют в долговую ловушку. Им не нужны наши страны, они предатели наших стран. Им всегда интересовало вот это, чтобы у них здесь было побольше. Точно не судьба наших народов и наших земель. Поэтому я ваш сосед, брат, друг, кем хотите назовите меня, да? Просто прошу вас, у каждого гражданина той или иной страны, активиста. Здесь разные политические активисты, есть независимые активисты, есть журналисты, блогеры, очень разные люди. Мы у вас просим, кто внутри страны, кто зон, нам надо объединять усилия, соединять усилия и говорить всем хором, настало это время. Я так считаю. И я думаю, то, что факт того, что здесь присутствует и узбекские, и туркманские, и таджикские представители гражданских обществ, оппозиции, международных правовых организаций, я думаю, это должно о чем-то нам говорить. Я думаю, то, что это первый знак, что мы должны побольше устраивать такие встречи, чтобы нас видели. Ведь видите, как хорошо, нас слышат намного больше, громче и лучше, когда мы вместе, и когда мы кричим за друг друга, не таджик за таджика, не узбек только за узбека, не туркман только за туркмана, а все вместе кричим за общие проблемы. Ведь братья-то по беде в одном котле все варимся. Поэтому прошу, умоляю вас, народности наши, пожалуйста, проснитесь. Спасибо всем за внимание. تشکر بسیار برادر وایسیدین برای سخنها. حالا رشته با خبرنگار روزنامه‌نگار مستقل امرالله نظام داده می شود. مرحمت. حالا فکر میکنم که خیلی وقتی مهم است که وقتی که همکسبان شما به خاطر انجام دادن رسالت خودش در زندان قرار دارد و بسیار مهم است که خبرنگاران بیشتر در این مورد گپ زنند و از موقع آزادی بیان در تاجیکستان دفاع کنند. تشکر بسیار. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من امرالله نظام، خبرنگار مستقل از تاجیکستان. من به عنوان یک خبرنگار میخواهم صدای تمام هم و هم قلمانی که در تاجیکستان عزیز این شب و روز پشت میله های زندان قرار دارند و با اتفاق اکثری آرای محققان و کارشناسانی که مسائل تاجیکستان را پیگیری میکنند، این عزیز با اتهامی ساخته و با مقامات پشت پنجره ها رفتند. عزیزانی که در پشت پنجره ها داریم نه تنها قلم کشان می باشند، در صف آنها تمام چهره هایی که
در جامعه ما جا و موقع خودشان را دارند نیز حضور دارند. تعداد زندانی های سیاسی و تعداد روحانیانی که با اتهامات ساخته و بافته مقامات پشت میله های زندان روان شده اند به صدها نفر می رسد. همچنین تعدادهای خبرنگاران و یا اینکه زندانیان سیاسی و فعالانی که از همسایه کشورهای ما چه در ازبکستان و قرقیزستان باشد و یا اینکه ازبکستان و قزاقستان نیز کم نیستند. ما امروز جمعی از فعالان و مخالفان از کشورهای آسیا مرکزی گرد هم آمد تا صدای و حیله خودم نخواست و متحدان خودم را به تمام مردمان کشورهای عزیزمان در منطقه آسیای مرکزی به نمایش گذاریم و زمان پیام یگانه و تأکیدات خود را به رهبریت آلمان بخصوص کانسلر آلمان آدولف شولز برسانیم که هر نوع مناسبت کردن با دیکتاتورها، با سران کشورهایی که مردمان خود را در ظلم و ستم و کنجه قرار داد، مناسبت کردن با آنها مناسبت کردن با یک جنایتکار است. هم که در این قصر کوه آنها را پیش از آنها طور احسن پذیرایی میکنه، یعنی که خودش را یک از کشورهای پیشگام در جمع اتحاد اروپا میداند، این سزاوار این کشور نیست. ما همچون زادگان کشورهای آسیای مرکزی این پیام را با صراحت به شما میرسانیم که آلمان لایق آن را ندارد و یا اینکه سزاوار آن نیست که رهبر آلمان دیکتاتورهای آسیای مرکزی سالانه صدها نفر بیگناه پشت پنجره میفرستند، در یک میز با شیشته صحبت کند و که در یک میز نه تنها شیشتن آن را اینجا محکوم میکنیم، بلکه همزیم که این احتمال وجود دارد که خیلی از کشورهای آسیای مرکزی چون خیلی از کمک‌های زیادی را سالانه از جانب آلمان دریافت میکنند، با هکولی‌های جانب آلمان، گرانت‌ها و دیگر قرض و یا اینکه در شکل‌های دیگر انجام میدهند، اینها دارند دیکتاتورهای کشورهای آسیای مرکزی را فهم میکنند و در فردن دیکتاتورها سهم آلمان بخصوص در اتحاد اروپا خیلی بزرگ به نمایش گذاشته شده است. ما این را هم محکوم میکنیم کشور آلمان باید در مبلغ گذاری کردن هر نوع مبلغ گذاری باشد به کشورهای آسیای مرکزی، بخصوص تاجیکستان که سالانه میلیون های یورو به آن با هر بهانه تقدیم میکند، ما این را هم محکوم میکنیم. ما از رهبریت آلمان این تقاضا را هم داریم که باید همین کمک ها و یا کمک هایی که دست کم در 10 سال اخیر به تاجیکستان فرستاده است و یا اینکه به تاجیکستان کرده است، کمک های پولی را در نظر داریم. یک بار یک کمیسیه ویژه تأسیس داده آنها را تحقیق کند که این کمک پولی هایی که با عرق جبین مردم شریف آلمان جمع شده و یک رهبریت و یا اینکه یک گروه علاهیده به همتایان خودشان مفت تقدیم میکنند، باید اینها بازبینی شوند و بینند که این کمک ها در چه راهی صرف میشوند، در راه آبادانی و یا اینکه در راه سرکوب و شکنجه آزادگان کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص تاجیکستان. این بود پیام ما. باقی سلام و سربلند باشید. رشته سخن به این دو وظیفه که
یکی از زادگان بدخشان هستند و به این برادر داده می شود و به همگان معلوم است که سال گذشته نظام رژیم رحمانوف یک عملیات را در این منطقه بدخشان راه اندازی کرد که دهها نفر بیگناه را به سلاح، دهها نفری که در گرده‌های آسایشته حضور داشته و آنها را قتل کرد و یک نسل کشی را امام علی و رژیمش در بدخشان راه اندازی کرد و طول زیاده از 15 سال اخیر بیرحمانه در بدخشان عملیات های گوناگون گذراند و بیرحمانه نسبت مردم بدخشان لشکر کشید و مردم آسایشته را کشت و حالا رشته سخن را با این برادر میتیم. مرحمت برادر سینا. دوباره اینجا Раз, два. Всех салам алейкум. Приветствую всех. Я буду всех сам... Раз, два. Всех салам алейкум. Я буду говорить коротко и на русском, если можно. Спасибо большое. То, что мы здесь вышли на митинг, так как нам не безразлична судьба всего Таджикистана, судьба нашего малого народа, Памира. Мы прекрасно знаем, диктатор Рахмонов с 1992 года начал убивать памирского народа в целом Таджикистана. И наша цель, чтобы международная организация ОБСЕ, ООН и другие ГАГА, чтобы как военный преступник его завели уголовное дело. Наше требование таково, что он диктатор, он убивает народ, он убивает детей, он убивает женщин, он убивает всех подряд. Ему без разницы, чтобы остаться на... И мы хотим обращать внимание на правительство Германии, чтобы ни в коем случае не сотрудничать с диктатором. Спасибо большое. И хочу на своем родном языке сказать «Береудар». زندگی هید بربا ماش خویش نمیدی حقیقت لیفدو اکواز و دمین دیواز اگده دیکتاتر چپک چزین تمی دشمن فامید خود هرچه اگده دیکتاتر یوردم چکیفت تمی دشمن خلق اگه دیکتاتر دی ماش خلق زید ماش خلق چوس چود مار نیسی تاریخ تفکت بدار سود اتین شولو تولو دیکتارن دی وقت قریب سوچتا ماشتا خو بدخشاینن таджикистанен تصویب سامم خلق بسیار. Спасибо всем большое. تشکر بسیار برادر عزیز. امروز بدخشان تنها نیست، ما همه از تاجیکستان هستیم و مشکل امروزه تاجیکستان یگانه است و رژیم رحمان رو میخواد که ما رو به منطقه جدا کند و کسی را بدخشانی گوید و کسی را کلابی گوید، کسی را خوجندی گوید. اما ما یک وطن داریم، این تاجیکستان است. نابسته که رحمان رو چی میخواهد و چی میخواهد انجام دهد و ما باید که اطراف همدیگر جمع آمده پرابلم ها و مشکلات هایی که در وطن عزیز ایمان هست اینها حل و فصل نماییم. نابسته از آنه که ما در کجای دنیا قرار داریم، در کدام شرایط قرار داریم، با هر طرز اصولی که میتوانیم در اطراف همدیگر جمع آمده و برای بیرون رفتن از این فاجعه انسانی که طی 32 سال است که ما در این فاجعه انسانی قرار داریم با شرافت امام علی رحمانوف، جمع آمدن از این فاجعه
با یک جایگی همبستگی بیرون رویم. حالا من رشته سخن رو با محمد امینی نورانی میدیم. یکی از اپوزیسیای مخالفان Узбекистан است. Уважаемый, я сейчас предоставляю слово Мухаммад Амини Нурани. Да. Можете говорить. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu aziz Markaziy Osiyo xalqlari. Mana biz hozir Germaniyaning Almaniya davlatining Berlin shahridamiz. Bu yerda hozir bu yerda mana Markaziy Osiyoni Tojikiston birodarlarimiz, tojikistonlik birodarlarimiz, naryoqda o'sha bir afg'on, kecha mana bu yerda eronliklar shunaqangi bir palatkalar tikishib shu yerda bir tinch namoyishlarni o'tkazishdi. Yevropada Markaziy Osiyoni geopolitikasida, siyosatida o'zgarishlar bo'lishini xohlagan holatda. O'zbekistonda ham, Tojikistonda ham, Turkmanistonda ham shunaqangi yakka hokimlikka, diktatura tuzumiga qarshi haqli o'ro sof raqobat bilan siyosiy partiyalar yetakchiligida xalq so'zini aytadigan minbar bilan xalqning manfaatini, inson huquqlarini himoya qilish uchun inson mana shu Yevropa davlatlaridagi singari yashashini biz bu yerda Yevropada ko'ryapmiz. Shunaqangi hayotni. Shu Yevropadagi hayotni biz Markaziy Osiyoda ham bo'lishini xohlaymiz. Mana Markaziy Osiyo nechta davlatmiz? Yevropa ittifoqidan ko'ra ko'pmiz biz. Mana O'zbekiston agar bir o'sha atrofida bir million bo'ladigan bo'lsa, 200 millionga yaqin xalqmiz. Markaziy Osiyo xalqlari. Mana shu agar biz shunday xohlaymizki, biz azaldan qavmi qarindoshmiz. Qo'ni qo'shni chegara, quda anda to'ylarimiz bir-birimizsiz bo'lmas edi. Nimaga endi hozir o'rtaga bir avtomatli qurollangan odamni qo'yib turib, u yoqqa o'tsa ham qarindosh, bu yoqqa o'tsa ham so'rab qiladigan bir haligi tamojinlar, bunaqangi bir haligi davlat chegaralari kimdan qo'rqmaymiz biz? Biz siyosatda agar to'g'ri yurgizsak, o'zimiz hamma narsani o'zimiz qilishimiz mumkin. Xalq mana tojik xalqi, o'zbek xalqi, turkman xalqi, qozoq xalqlari bitta Yevropa ittifoqi qilsak, pul birligi bo'ladigan bo'lsa, bir-birimizning savdo-sotiq aloqalarini bo'lsak, ish o'rinlari, investitsiya ham keladi. Rivojlangan davlatlari, rivojlangan shunaqangi bir haligi albatta bizga nazar ko'zi bilan qaraydi, bizga investitsiyada ishlab chiqarishlarni tashkil qilish. Mana o'tdan beri O'zbekistonda, na Tojikistonda bunaqangi biz xohlagan narsalar bu boshqaruv shu diktatorlarning qo'lida. Bu boshqaruv mana hozir mening qo'limda Putin bilan Mirziyoyev birga tushgan surati, Rahmonali Imomali Rahmonov ham, Mirziyoyev ham, boshqa Japarovlar ham faqat shu Kremlning, Rossiyaning ta'zifi ostida boshqa hech narsani qila olmaydi. Faqat shular so'zi bilan, shularni aytgani bilan davlatyapti, xalqni talon-toroj qilyapti. Bular xalqni talon-toroj qilganida yana bir o'zimizga yaqinroq bir oldingi eski sobiq ittifoq davlatlarining bir vakili Ukraina xalqiga bular o'sha bizning mablag'larimizni, bizning boyliklarimizni qurol sifatida berib, o'sha Ukraina xalqini barbod qilyapti. Ukraina xalqini demokratiyasini, davlatalik bir nimalarni taraf Putin yetakchi bosib bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bir bo'lib, bir tam diktatura deymiz. Yashashin demokratiya. Xuddi Yevropa davlatlaridagi singari, boshqa davlatlardagi singari. Mana bulardan o'rganib, o'zimizning yurtimizda, manzurli makonlarimizda albatta kelajak avlodlar uchun, farzandlarimiz uchun bir yaxshigina sof raqobat qiladigan demokratik davlatchiligimizni qurishimiz kerak. E'tiborlar uchun rahmat.
تشکر. Спасибо. حالا ما منتظر میشویم که در اینجا شاید یک ساعت بعد دیگر آغاز دوره دومی گیرده شاید ما چند لحظه تنفس اعلان میکنیم و بعد تنفس منتظر میشویم که در اینجا یک خطرناکترین دیکتاتور، یک خطرناکترین دیکتاتور امام علی رحمانوف در اینجا پیدا کنند و ما شروع میکنیم و دوباره برمیگردیم به این گردهمایی و ادامه این گردهمایی. ما یک چند لحظه دیگر حالا در اینجا تنفس اعلان میکنیم و بعدا باز گردهمایی خودمون رو ادامه میدیم. Итак, в эти минуты вы видели, я буду говорить по-русски, вы видели уникальные кадры впервые в истории народов Центральной Азии и истории государств Центральной Азии. Оппозиционеры этих стран выступили вместе единым голосом, единым фронтом. К сожалению, это происходит не на территории стран Азии, а это сейчас происходит в Берлине. Ну, это и понятно, это и логично, что свободно выражать свои мысли, говорить, протестовать представители оппозиции стран Центральной Азии могут за пределами этих стран, в свободных странах, даже не в России. В России, как мы знаем, это невозможно. Из России сейчас все бегут. Впервые также так называемому президенту Владимиру Путину впервые в истории удалось достичь таких результатов, что раньше таджики бежали в Россию, сейчас русские бегут в Таджикистан, бегут из России, а таджики оказались в том месте, которое упомянул известный певец Юрий Шевчук в своем выступлении, что Родина — это не жопа президента. Вот таджики оказались сегодня в таком месте у президента и у обоих президентов. Я, наверное, должен сказать несколько слов о том важном, что было сказано представителями оппозиции стран Центральной Азии, Таджикистана и Узбекистана, что прозвучало на таджикском и узбекском языках. В частности, представители оппозиции выражали протест в связи с тем, что ведущая страна Европы, демократическая страна, лидер, можно сказать, и, так сказать, страна, которая устанавливает высокую планку демократических ценностей, как Германия, лидер Европейского Союза, ее руководство сегодня принимает диктаторов центральноазиатских государств в Берлине, в частности, Эмомали Рахмона и других. И вот один наш друг, немецкий друг, Матиас Квашнин-Кирш, написал в Фейсбуке вчера вечером, написал следующее.
Я надеюсь, что ваш митинг в правительственном квартале Берлина получит заслуженное внимание. Про пикеты в переулках я уже не раз говорил, но не буду повторяться. Следует отметить, что это 4-й митинг, который проводит Национальный альянс Таджикистана в Берлине. И несколько митингов проходили в переулке перед зданием посольства Таджикистана в Берлине. Далее Матиас Квашненкирш пишет: сейчас еще в вопросе, можно ли приглашать диктаторов, о вопросе, можно ли приглашать диктаторов, это дилемма. С одной стороны, это люди, которым, как на немецком говорят, не хочешь прикасаться даже кусачками. У нашего бывшего федерального президента Густава Хайнемана однажды загипсовали руку, чтобы он избежал необходимости пожимать руку диктатору, как требовал этикет. С другой стороны, конечно, оказывать влияние можно только разговаривая друг с другом. Германия же не может оказывать экономическое давление на Таджикистан, потому что страна уже давно выкуплена Китаем, имеется в виду Таджикистан. А почти вся трудоспособная часть населения находится в России. Но Россия и Китай слабеют, считает Матиас Квашненкирш, что я с этим не совсем согласен. И он далее продолжает: это может стать возможностью для нас. Мне, кстати, не нравится термин «Запад», он пишет. Это пережиток из времен сталинизма, и те, кто его использует, показывают, что имеют лишь смутное представление о Европе и Северной Америке. Кавычки закрываются, скобка закрывается. Чтобы выступить в игре, чтобы вступить в игру в качестве тех, кто может предъявить требования к странам Центральной Азии. То есть он имеет в виду это понятие слишком расхожее, и Запад не един, слишком разен. И нельзя говорить, так сказать, скопом обо всем Западе. Далее он пишет: это касается и соблюдения прав человека. Что правда, не все страны столь щепетильны в требованиях соблюдения прав человека в своих странах и в требованиях соблюдения прав человека в других странах. Так вот, так что вопрос не в том, разговаривать ли с диктаторами, пишет Матиас Квашненкирш, а в том, как с ними разговаривать, считает он. И он надеется, что федеральный президент Штайнмайер и канцлер Шольц воспользуются сегодняшней и завтрашней возможностью, чтобы сделать ясное заявление главам государств Центральной Азии. В целом, я согласен с Матиас Квашненкирш, однако, тем не менее, как гражданин Таджикистана, как представитель оппозиции, таджикской оппозиции, как член Национального альянса Таджикистана, не могу не сказать о своей личной претензии, своем личном взгляде. Мне кажется, что в отличие от того прецедента, когда бывший президент Германии Густав Хайнеман загипсовал свою руку, чтобы не пачкать ее рукопожатием с нерукопожатным диктатором, сегодня господин Шольц и господин Штайнмайер должны были полностью загипсовать себя с головы до ног, чтобы не прикасаться к этим рукам людей, у которых не только руки, они полностью все в крови. Они в крови своих. Эмомали Рахмон с 92 года ведет геноцид в отношении рода и в отношении памирского. С 92 года памирцев просто вылавливали на улицах, вытаскивали из транспорта, расстреливали тут же, бросали в арык или сбрасывали в шахты, как в Такобе, расстрелянных памирцев. И колонны беженцев с памирскими женщинами и детьми
которые бежали из Душанбе после захвата Эмомали Рахмоном Душанбе на танках, которые ему предоставил другой диктатор Ислам Каримов. Эти колонны танков, эти колонны беженцев были расстреляны из самолетов, подверглись бомбардировкам. И эти самолеты также были не таджикские, и, возможно, они были предоставлены Каримовым, а скорее всего эти самолеты были российские самолеты. Так вот, что произошло далее? В ноябре, в декабре 1992 года сотни тысяч беженцев, таджиков на берегу реки Пянж, холодной реки, просто с температурой чуть выше нуля, возможно. Эти женщины с детьми бросались в холодную реку, чтобы переплыть Пянж, там широкий Пянж, в том месте, в Нижней Пянже, и добраться до спасительного берега Афганистана. Эти женщины с детьми расстреливались из артиллерии и из танков. А Эмомали Рахмон возглавлял Народный фронт Таджикистана, так называемый, который воевал под красным флагом и который провозглашал своей целью восстановление конституционного строя, а именно тогда был единственный конституционный строй, который можно было восстановить, это был советский конституционный строй. Эмомали Рахмон под красным флагом воевал за восстановление Советского Союза, начиная с Таджикистана. И как он сам признался однажды на саммите лидеров стран СНГ в Казахстане, и это подтвердил Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон входил с оружием в руках, с автоматом, по другим данным, с пулеметом в руках в Душанбе. Это убийца. Это убийца, это государственный преступник, это изменник, государственный изменник, это конституционный изменник, потому что он несколько раз клялся на Конституции, и каждый раз он предавал свою клятву и нарушал эту клятву, и нарушал Конституцию. И в Конституции Таджикистана, несмотря на то, что в Конституции Таджикистана записано, что узурпация власти запрещена, этот человек узурпирует власть в Таджикистане на протяжении 30 лет. И этот человек не рукопожатный. И этого человека принимать в Германии просто немыслимо. И приличный человек, и приличный политик, и глава государства Германии, я бы на его месте 1000 раз побрезговал, чтобы поздороваться с этим человеком, с подобным человеком. И он ничем не лучше, чем Адольф Гитлер, фигура, которая сегодня в Германии порицаема, и о которой написано очень много, и несколько поколений немцев перенесли эту трагедию, огромную трагедию, и проделали огромную работу над собой, прежде чтобы понять, что никогда больше не должно этого повториться. Но сегодня на земле Германии руководство Германии принимает такого же Адольфа Гитлера, только таджикского, который себя провозгласил лидером арийской цивилизации. Вот такое было мое короткое лирическое отступление. Я вижу, в студии к нам присоединился лидер таджикской коалиции оппозиционных сил Мухиддин Кабири, лидер Национального альянса Таджикистана. Салам алейкум. Алейкум салам, Тимур. Наверное, Тимур, лучше сейчас я тоже буду на русском, потому что нас, наверное, смотрят и
узбекские, туркменские, казахские, вообще и наши коллеги, друзья из Центральной Азии. Очень сожалею, очень жаль, что меня нет. Я сейчас в Вильнюс. Я старался поехать в Берлин, но так получилось, что сегодня назначили опять очень важные встречи. Как раз мы здесь в Вильнюсе говорим о том, что говорят наши братья, наши сестры, наши коллеги в Берлине о приезде центральноазиатских диктаторов в Европу, о том, какие проблемы есть, о двойных стандартах, к которым прибегает Европа, вообще в целом Запад. То есть мы занимаемся теми же вопросами, которые поднимаются со стороны наших друзей, коллег в Берлине. Я думаю, что многие другие наши друзья из Центральной Азии, они мысленно, они морально, духовно с вами, с теми ребятами, которые сейчас в Берлине. Мне только что звонили коллеги из Туркменистана, должны были прилететь из Нью-Йорка, но как-то задержались в аэропорту. Они очень хотели участвовать. Я не знаю, сейчас есть туркменские друзья на этом митинге или нет. Я услышал, что узбеки есть. Это очень важно. Но тем не менее, поскольку так получилось, что наши диктаторы старались тайно приехать в Европу, в Берлин, и информация только буквально за неделю до их приезда она попала в Россию, и многие не успели менять свой график, свои планы. Но я благодарю тех ребят, тех мигрантов, которые все-таки приехали из Австрии, Франции, Голландия, Германия, Польша, Литва, а может быть еще из других европейских государств. В условиях миграции в Европе это очень сложно добраться, тем более для мигрантов, из одного города в другой, тем более из одной страны в другую страну. Но тем не менее это говорит о том, что для нас в принципе важнее, чем финансы. Все приехали за свой счет, так и должно быть. Это говорит о том, что надежда еще есть, мы можем совместно бороться против диктатуры, мы можем совместно построить наше общее будущее в Центральной Азии. Так что независимо от того, кто в Берлине, кто в Вильнюсе, кто на других площадках, мы должны об этом говорить. Буквально вот через несколько минут у нас тут начнется интервью с местными журналистами, еще встреча с местными депутатами и дипломатами. Мы будем говорить не только об общих проблемах, но и о том, что сейчас происходит в Берлине. Так что, пользуясь этим случаем, я еще раз благодарю вас всех, кто организовал, кто участвовал, кто поддерживает этот митинг, эти процессы. И очень надеюсь, что это только начало нашего сотрудничества между всеми прогрессивными силами Центральной Азии, и в дальнейшем мы можем провести более скоординированные проекты. И еще раз благодарю вас за этот проект и вас лично, тебя, Тимур, за то, что организовали этот онлайн. Спасибо, Муфиддин. Я желаю также вам удачи в ваших встречах, контактах с тем, чтобы донести нашу позицию таджикской коалиции Паймони, Милли Таджикистан, Национального альянса Таджикистана и других представителей таджикского общества, вообще таджикского народа, до представителей европейских организаций. И, конечно, очень важны ваши встречи, ваши контакты с правозащитниками и с представителями наших диаспор в странах Европы. Спасибо, и спасибо всем, кто участвовал в этом митинге сегодняшнем. Я очень рад, что действительно это впервые собрались на этой площадке в Берлине перед зданием Бундестага представители разных стран Центральной Азии с тем, чтобы
заявить единой, так сказать, своей позиции в отношении этого события и в отношении, так сказать, своих режимов, диктаторских режимов. Спасибо всем. До свидания. Всего доброго.